Добрый день, уважаемые подписчики. Компания Прогресс Авто рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас на обзоре японский полноприводный трактор марки Хиномото, модель N249. Давайте мы его с вами обозреем, а заодно и разберемся с вами вместе, что тут к чему. Давайте сначала мы с вами обратим внимание на состояние резины. Резина в хорошем состоянии. Остаток в порядке. Следов рассыхания не присутствует. Давайте сразу правое и левое с вами посмотрим. Правое и левое. Правое переднее. Остаток неплохой. Следов рассыхания нет. Перейдем к задней резине. Аналогичная история. Хороший остаток. Трещин, порезов. Ничего нет. Трактор у нас будет продаваться в комплекте с почвенной фрезой. Рабочая ширина почвенной фрезы 1,7 метров. Ножи. Остаток неплохой, на сезон хватит. Трехточечное навесное устройство, гидравлический цилиндр, чтобы регулировать фрезу в наклоне по горизонту. Козыречек. Двигатель у нас дизельный, трехцилиндровый. Тип рулевого управления у нас на тракторе гидравлический, то есть есть ГУР. Будет очень комфортная езда у нас. Ну и давайте перейдем к оснащению. Рулевое колесо, кресло, это все понятно. Наработка на тракторе 699 моточасов. Справа под рулем буквально у нас располагается коробка передач на движение, 4 скорости. Слева от руля у нас расположился рычаг реверса, то есть мы задаем направление, куда мы едем, либо вперед, либо назад. Полный привод у нас включается, отключается с кнопки. Вот вы можете наблюдать зелененького цвета. Здесь у нас управление светом, дальний, ближний, поворотники и гудочек. Рычаг ручного газа. Индикатор свечей накала. Ну, естественно, бак, если пустой, тоже лампочка загорается у нас. Зеркало заднего вида. Здесь у нас рычаг подъема опускания навесного устройства, ну, в нашем случае почвенной фрезы, и тонкие настройки плавающего режима нашего с вами гидравлического цилиндра. Это что-то вроде предохранителя, то есть сейчас стоит в положении, чтобы фреза была зафиксирована в верхнем положении, то есть опустить мы ее с вами не сможем, даже если будем этим рычагом навеску опускать. Как только мы тумблер переключим в это положение, тогда у нас с вами будет навесное оборудование подниматься и опускаться. Давайте с него слезем. Здесь у нас раздатка еще на 4 скорости. Итого у нас получается 16 скоростей вперед, 16 скоростей назад, благодаря реверсу. И коробка на вал отбора мощности. 4 скорости вала отбора мощности у нас. Слева, как всегда, у нас педаль сцепления расположилась. Трактор крупный по сравнению со своими собратьями, поэтому давайте его обойдем. Здесь снизу у нас спаренные тормоза,
педаль газа, глушилка. Тем самым мы вытягиваем на себя и глушим двигатель. Замок зажигания. Ручник. Педаль блокировки заднего дифференциала или моста, как вам будет угодно. Гидравлический кран. Сидушка. Вот этой штукой мы регулируем положение. Можем либо от руля ее отодвинуть, либо поближе к рулю. Тут уже каждый настраивает сам под себя. Давайте я еще раз отойду подальше. Посмотрите на него со стороны. Вот. Современная модель. Если она вас заинтересовала, звоните, пишите. Все ссылки будут в описании. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.